Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Акционерное общество «Сахатранс Нефтегаз» – крупное национальное нефтегазовое предприятие, которое занимается добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией природного газа, строительством и эксплуатацией объектов газового хозяйства. Сегодня тема разговора об основных изменениях в законодательстве по техническому обслуживанию газового оборудования. Гостья в студии Светлана Ефимова, руководитель договорной группы службы по техническому обслуживанию газового оборудования «Сахатранс Нефтегаз». Светлана Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите про основные изменения в законодательстве по техническому обслуживанию. Так, в сентябре 2023 года у нас вышел федеральный закон, вступил в силу федеральный закон 71, согласно которого только газораспределительные организации, это вот организации, которые занимаются поставкой газа, только они имеют право заключать договора на техническое обслуживание. То есть частные компании утратили право на заключение договоров по техобслуживанию. Вот, это вот основное изменение. И второе изменение – это вот по поводу многоквартирных домов. Установлены сроки перехода по ним, и они в обязательном порядке должны перейти вот на обслуживание к Сахатранснефтегазу. Вот это вот основное изменение. То есть, получается, у нас теперь один оператор – это Сахатранснефтегаз, и все многоквартирные дома должны перейти именно на обслуживание Сахатранснефтегаза. Да, Вот здесь какие сроки указаны и каким образом вообще осуществляется этот переход? Так, переход от сторонних организаций к Сахатранснефтегазу на обслуживание в случае многоквартирных домов это все должно было осуществиться до 1 января 2024 года. Были сроки установлены. Отвечает за внутридомовое. Есть два договора. Есть договор внутридомового газового оборудования и есть договор внутриквартирного газового оборудования. Это то оборудование, которое стоит внутри квартиры, и то оборудование, которое вот в лестничных пролетах, в подъездах. Это вот общедомовое имущество. Домовое газовое оборудование, за это отвечает управляющая организация. Если вы живете в многоквартирном доме, у вас обязательно есть управляющая компания, и она несет ответственность за общедомовое газовое оборудование. И должно в обязательном порядке заключить с Сахатранснефтегазом договор. Эти договоры у нас есть. Мы с ними со всеми практически заключили, в сроки уложились, все там, все хорошо, мы работу провели. По поводу внутриквартирного газового оборудования, тут, конечно, у нас объем большой, весь город должен перейти. Многоквартирных домов, которые газом пользуются, много, поэтому тут у нас, конечно же, работа все еще продолжается по переходу. Вот каким образом должны переходить квартиры, получается, уже, да, на договор с Сахатранснефтегазом? То есть каждый жилец должен отдельно подходить, заключать договор. Либо может быть, не знаю, руководитель, не знаю, найти соседа в подъезде, да, который может этим вопросом заняться, собрать со всех договоры и принести. Вот как здесь быть, как здесь проще поступить? Вот тут тоже у нас есть два варианта. Тоже можно задействовать управляющую компанию. Да? Первый вариант – это вот как раз-таки управляющая компания может заключить один общий договор от имени всех собственников на основании протокола общего собрания. То есть общее собрание собирается, на котором жильцы решают, что я не хочу заключать договор один, ходить с Сахатранснефтегазом, делегируя это право управляющей организации. И если большинство так решит, то управляющая организация должна будет заключить один общий договор с Сахатранснефтегазом, и все расчеты тоже ведутся через управляющую компанию, это уже как они решат. Либо есть другой вариант, когда вы такое собрание не смогли собрать, либо вы не хотите через управляющую компанию идти, а хотите напрямую заключить договор с Сахатранснефтегазом, тогда каждый собственник многоквартирного дома должен будет прийти и заключить договор с Сахатранснефтегазом напрямую. И то есть, если управляющая компания откажется, тоже такой же договор общий делать. Да. Жильцы должны решать этот вопрос самостоятельно. Что грозит жильцу в квартире, в многоквартирном доме, если он вдруг не перезаключит договор с Сахатранснефтегазом в ближайшее время? То есть до какого срока вообще нужно это сделать? Насколько я понимаю, сроков уже нет, время вышло. Ну да, сейчас уже в ближайшее время всем надо заключать. Мы уже задействовали очень много вариантов для заключения договора, чтобы было легче. Надо
если вот нет договора техобслуживания, если раньше был договор со сторонней организацией, да, например, я жилец многоквартирного дома, у меня был договор со сторонней организацией, и я спокойно хожу. А нет, а на самом деле этот договор со сторонней организацией, он уже был аннулирован 1 января 2024 года. Соответственно, сейчас я хожу без договора. У меня нет договора технического обслуживания. А это может являться основанием для остановки подачи газа. Мы можем отключить газ. Вот в такие квартиры подачу газа остановить можем из-за того, что у вас нет договора техобслуживания. Поэтому надо очень срочно сейчас заключать договора с Сахатранснефтегазом, потому что с другими вы не имеете права уже. То есть газ будет отключен именно в тех квартирах, которые которые договор не заключили. Да. А тех, у кого есть договор, они смогут пользоваться, да, услугами. Вот каковы, да, вот способы вы уже перечислили. Что будет, если не заключить договор? Что, штрафные санкции, отключение газа – это самая большая санкция. Какие-то штрафы, может быть, могут здесь возникнуть? Предусмотрены по закону, да, предусмотрен административный штраф, но это уже не Сахатранснефтегаз выставляет этот штраф, да, управление жилнадзором, либо прокуратура. Но если уже, проверки организуют, и в этом надзорные. случае уже могут какие-то штрафные санкции появиться. Да. Но если проверок нет, то в принципе просто отключат газ, и подача будет приостановлена. С нашей стороны вот мера того, что мера наказания, так скажем так, это остановка газа. Мы можем просто отключить газ. Хорошо, расскажите, как попасть к вам в компанию, куда можно обратиться, чтобы заключить такой договор, в какие сроки вы работаете, может быть, где-то есть какие-то отделения, которые поближе, например, к дому, и вообще какие документы требуются для того, чтобы заключить такой договор? Так, документы, мы просим всего 2 документа. Документ о собственности на квартиру и паспорт гражданина Российской Федерации. Все. У нас больше никаких документов, не надо бегать ни за какими справками, ничего не нужно, всего лишь 2 документа, которые у всех есть. Документ о собственности и паспорт. Все. Заключить договор вы можете либо прийти в Сахатранснефтегаз по адресу Петра Алексеева, 64, по предварительной записи. Запись ведется на сайте общества aostng.ru. Предварительно записавшись, в установленное время приходите, быстренько заключаете договор и уходите. Заключение договора не занимает много времени, 5-7 минут и все. Еще мы сейчас организовали выездной мобильный офис. Автобус ездит по районам. Вот 1,5 недели или 2 недели мы были в микрорайоне Прометей. Заключали договора в микрорайоне Прометей. С этой недели мы переехали в 202 микрорайон. У нас там стоит автобус. Жители 202 микрорайона могут спуститься, никуда не ходить. Вот спустились, рядом с подъездом заключить договор. Там тоже специалисты договорного отдела в автобусе быстро могут заключить договор. То есть тоже автобус находится на территории 202 микрорайона, можно выйти, заключить в течение рабочего дня, в принципе, в любое время подойти и заключить. А вообще какова стоимость технического обслуживания? Стоимость, у нас вышел новый прейскурант, мы его тоже на сайте опубликовали. В этом году вот еще одно большое изменение, кстати, да, вот возвращаемся к первому вопросу. Минстрой России установил методику расчета стоимости технического обслуживания, поэтому в этом году стоимости они поменялись очень сильно. Вообще классификация стоимостей другая, и позиции другие. В общем, там надо будет смотреть. Но в большинстве своем, конечно же, подорожание пошло. У нас все дорожает. И чуть-чуть, конечно же, есть подорожание. Вообще, о каких суммах идет речь в целом, да, если говорить о диапазоне? Там же зависимо от оборудования. А какое оборудование установлено, какой мощности. Например, плита газовая 4-комфорочная будет стоить 780 рублей в год. За целый год. Это 780. Техобслуживание. Да, это техобслуживание плиты газовой в многоквартирном доме, например. Примерно такие цены. По поводу там газовых котлов, там у них большая классификация идет в зависимости от того, насколько она автоматическая, она не автоматическая, в зависимости от мощностей, поэтому там тоже колеблется очень сильно цена. Мы уже переходим как раз-таки к обсуждению этой темы, связанной с частными домами. Как быть жильцам частных домов, им тоже нужно заключать договоры по техобслуживанию, или они и так заключают договоры с Сахатранснефтегазом? Да, по поводу частных домов, там сроков никаких по переходу нету. Они если у них есть договор со сторонней организацией, они у них пока остаются до тех пор, пока договор он сам не расторгнет договор, либо срок не окончится.
до окончания срока того договора. Он может обслуживаться у сторонней организации. По поводу частного сектора, вот таких прямо сжатых сроков, обязательных сроков по переходу к Сахатранснефтегазу нету. Они, если могут обслуживаться пока у сторонних организаций, но тот договор, который у собственников жилого дома со сторонней организацией, он не пролонгируется, срок не лонгируется. То есть закончился срок, он не продлевается автоматически, а заканчивается. Не имеет права. И в таком случае тогда нужно идти в Сахатранснефтегаз, да, обязательно, и заключать договор. Да. А как вы думаете, почему, вот с чем связаны такие быстрые сроки переходов именно в многоквартирных домах? В первую очередь безопасность жильцов, наверное, да, имеется в виду? Да, конечно, в любом случае, в конечном итоге все эти изменения, они идут ради безопасности, ради того, чтобы как-то был контроль, общий контроль. Газ — это же все равно опасно, это взрывоопасная смесь, газовое оборудование, это все равно... несет определенные риски и угрозы, конечно, присутствуют. А вот после заключения договора, да, вот техобслуживания, как часто будут проходить проверки? Один раз в год. Мы техническое обслуживание проводим один раз в год. И оплата, соответственно, тоже один раз в год. По тем, у которых прямые. То есть она не делится, а единовременно один раз в год идет оплата за техобслуживание. Само техобслуживание, важно ли ставить сейчас счетчики газа? Какие могут быть санкции, например, если вдруг не смогут сотрудники попасть в квартиру, да, и провести техобслуживание? То есть штрафы будут ли за это начисляться жильцам квартир? По недопуску у нас тоже есть процедура, которая тоже полностью проинструктирована в постановлении правительства, по которому мы работаем. 2 недопуска, и мы можем точно так же опять 2 уведомления и опять отключить газ можем. То есть техническое обслуживание это очень, на самом деле, важное мероприятие. Его пропускать нельзя. Оно хотя бы раз в год должно проводиться. И если мы не проводим техобслуживание, да, в каком-то помещении один раз в год хотя бы, то это уже считается объектом повышенной опасности, как будто бы, да. И поэтому вот эти все недопуски, если вы отказываетесь, либо если вас нет дома, это все актируется. И мы эти акты собираем о недопуске, потом уже начинаем вас уведомлять о том, что пустите нас, это обязательное мероприятие, вы это должны, это ваше обязательство. И в конечном итоге, если нас полностью игнорируют, мы можем прийти и отключить газ, потому что это уже объект потенциально опасный становится. Если есть уведомления, наверное, жильцы уже понимают, что в скором времени у них будет обход, да, в многоквартирном доме, будут проверять оборудование, поэтому, скорее всего, чаще всего допуск осуществляют. Да. Ну что ж, Светлана Петровна, большое спасибо, что пришли к нам, рассказали такую полезную информацию. Я думаю, наши телезрители вас услышали, и скорее пойдут заключать договор по техобслуживанию именно Сахатранснефтегаз. Спасибо большое, что позвали. До свидания. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.